Я всегда считала, что нужно быть профессионалом в своем деле, нужно знать, какими лекарствами работать, нужно иметь оружие против этого заболевания и правильно, грамотно его применять. Такое огромное количество больных все-таки связано не с переливанием крови, а сейчас уже основной путь передачи – это половой путь передачи. Я считаю, что пациент всегда прав. Я считаю, что к любому пациенту можно найти подход. Если пациент ведет себя, как вы говорите, неправильно, то это проблема не пациента, это проблема медицинского персонала. Диагноз ВИЧ-инфекции всегда был связан со стигмой, с дискриминацией. В любом случае это всегда считалось даже самим человеком, который узнает, что у него ВИЧ-инфекция, чем-то стыдным. В своей жизни я всегда считала, что надо быть активным человеком. Вот мне и не только считала, но это и делала. Добрый день. До недавнего времени ВИЧ-инфекция и СПИД как диагноз вселяли ужас. На сегодняшний день это не так. И на эту тему мы сегодня поговорим с ведущим специалистом в этой области Светланой Николаевной Антоняк. Добрый день, Светлана Николаевна. Здравствуйте, Гуля. Я очень рада вас приветствовать здесь, в студии, в программе «Персона». Я вам очень благодарна за то, что меня пригласили. Давайте немножко раскроем карты перед телезрителями и расскажем такую маленькую историю о том, как я спрашивала вас, как же вас представить. Вы так скромно ответили, просто врач-инфекционист. Да, я себя считаю врачом, я считаю главным делом в своей жизни врачебную деятельность, поэтому это абсолютно правильно. Но я так думаю, наши телезрители в течение нашей передачи все-таки раскроют вашу персону с моей помощью. А начну я нашу с вами беседу с вопроса, с чего начинается Родина? Где вы родились? Кто ваши родители? Ну, родилась я в Ставрополе, однако могу сказать, что своей родиной своего детства я считаю Таджикистан. В годовалом возрасте мои родители привезли меня в Душанбе, где прошло мое детство, юность. До 18-летнего возраста я жила в Таджикистане, в городе Душанбе. И вы по праву можете называться девушкой с Азии? Ну, во всяком случае, все мое детство прошло в Средней Азии, сейчас называют Центральной Азией. И, конечно, это родное для меня место, родной для меня город Душанбе. А вы учились в русской школе? Да, я училась в русской школе. В Душанбе были классы русские и таджикские, школы были смешанные, как правило. Были чисто таджикские школы, но в основном были школы смешанные, а классы были русскоязычные или же с таджикским языком обучения. Ну, я обучалась в классе с русским языком обучения. Вы закончили школу? Да, я закончила школу в Душанбе, школу с отличиями закончила. И как-то так получилось, что вы выбрали профессию доктора? А вам помогли это сделать ваши родители, ваши бабушки, дедушки? Ну, я скажу так, что почему-то с детства я хотела быть врачом. Но, конечно, так как в семье все говорили, что я хочу быть врачом, то я тоже в это верила и так считала. В последующем в школе мне нравились разные предметы. Я делала успехи в физике и математике. И мой папа закончил Московский университет, механико-математический факультет. Все думали, что я буду заниматься математикой, но нет, я все-таки решила пойти в медицинский институт учиться. Поступила в него в 16-летнем возрасте. Душанбе? Душанбе, да. Мне было 16 лет. Я поступила в мединститут. Не ожидала, что поступлю с первого года, потому что, несмотря на то, что училась в школе отлично, сложно было поступить в медуниверситет, в мединститут имени Абу-Али ибн Сино. Да, тогда это таджикский. назывались мединституты, да. Да, я поступила в него и проучилась там 2 года, после чего уехала из Душанбе, так как вышла замуж и уехала из своего родного города, то есть можно сказать, от своей что родной семьи. В Украину? Да, это было в 80-м, 82-м году. Да, да. Опередили немножко мой вопрос, как вы оказались в Украине. Вот вам, пожалуйста, история. Просто вышли замуж. Таким образом оказались в Украине. Мои родители оказались в Душанбе, просто пытаясь уехать от опеки своих родителей. Родители. Да, мои родители были обыкновенными людьми. Папа был инженером, и мама. Вот, и всю свою жизнь они прожили там до 90-х годов, когда пришлось им уехать. Приехав в Украину,
Вы сразу стартовали вот в работе доктора в каком-то лечебном учреждении? Приехав в Украину, я, во-первых, училась в Киевском медицинском все-таки вы институте, ага. который закончила. Потом проходила интернатуру на кафедре кардиологии. Затем работала в ревматологии. И Семен Христофорович Тервартанян, может, я его считаю моим учителем, возглавлял тогда отделение ревматологии. Я работала там год. После чего пришлось выбирать между кардиологией и инфекционными болезнями. Я выбрала инфекционные болезни. И вот А уже... почему такой выбор стал? Ну, Все-таки сначала кафедра кардиологии, ревматологии. Сложно сказать. Я пыталась выбирать и ходила на собеседование в Институт Стражевской, в Институт инфекционных болезней. Почему-то мне захотелось работать в инфектологии, и пришла я работать уже более 30 лет назад в отделении вирусных гепатитов, где я работаю по сей день, так что, в общем-то, много мест работы у меня не было. Потрясающе. Вы хотите сказать, что вы на одном месте работаете в течение 30 лет? Это одно место работы? Более 30 лет, да, в марте 1987 года я пришла работать в Институт эпидемиологии инфекционных болезней имени Льва Васильевича Громашевского в отделении вирусных гепатитов, где я работала, затем перешла работать в блок СПИДа, ВИЧ-инфекции СПИДа. Это было тоже случайно? Не совсем. Работая в отделении... Это был осознанный выбор? Это был осознанный выбор. На то время выбрать такое отделение, направление, вернее, работы, это могу сказать, серьезно. Что работая в отделении вирусных гепатитов, я ощущала, что мы мало можем помочь пациенту. Тогда не было препаратов целенаправленного действия, как сейчас. Сейчас можно излечить вирусный гепатит С за 12 недель. Тогда мы не имели инструментов для того, чтобы эффективно помогать пациенту. И было довольно-таки скучновато. То есть мы наблюдали за течением болезни, пытались помочь пациенту, но не всегда это получалось. Во всяком случае, многое зависело от циклического течения болезни. И когда у нас открылся блок ВИЧ-инфекции СПИДа, мне предложили перейти работать в это отделение. Я согласилась, так как это было новое направление. В связи с чем оно открылось? В связи с чем, как оно открылось? Почему такая необходимость возникла? Если вы помните, вирус иммунодефицита, вообще первые случаи СПИДа были описаны в 1981 году. Вирус иммунодефицита человека был открыт в 1983 году. Терапия ВИЧ-инфекции началась в 1987 году, еще не полноценная, не высокоактивная. И в 1989 году у нас открылось в институте отделение ВИЧ-инфекции. Почему именно в нашем институте? Потому что никто не хотел его открывать на кафедрах, как это было на Западе. Все почему-то мистически боялись ВИЧ-инфекции, СПИДа. И надо отдать должное директору нашего института Аркадию Федоровичу Фролову, который согласился открыть отделение ВИЧ-инфекции. И, собственно говоря, куда я перешла работать, потом много лет его возглавляла, и теперь продолжаю в нем работать. Вот, собственно, такая не очень длительная Николаевна, мне кажется, история. вы как-то излишне скромничаете в этом вопросе, потому что я могу сказать о том, что ваше имя вплотную связано с развитием терапии в Украине, с развитием терапии СПИДа. Только с вашим именем. Оно фактически знак равно. Если спросить любого специалиста, инфекциониста, кто у нас специалист по СПИДу, скажет Светлана Николаевна Антоняк. Могу сказать точно, что поначалу я была единственным врачом этого отделения ВИЧ-инфекции. Опять же, потому что... Подождите, но там же сложное лечение. Протоколы это одно дело, а само лечение, доступ до лечения, это тоже надо было как-то принести в страну. Могу вам сказать, что поначалу я так, возможно, слишком храбро, опрометчиво согласилась прийти в отделение ВИЧ-инфекции. И первый месяц мне было очень тяжело. Тяжело от того, что видишь тяжелую патологию, страдания людей, не очень много инструментов, не очень много лекарств, которые можешь помочь. Но я настолько втянулась через несколько месяцев, что могу сказать, что несколько лет я проводила все свое время в этом отделении с раннего утра до позднего вечера. И я не знаю, вот сейчас говорят, что врачи украинские не знают протоколов. Мне это странно. Для меня это странно. Я читала протоколы западные, читала
статьи по ВИЧ-инфекции. Сначала было мало понятно, когда появилась только терапия в 1987 году, она была невысокоактивной, и было мало понятно, помогает она пациенту или вредит в силу своей токсичности. Да. Мне приходилось принимать решения по поводу своих пациентов. Иногда мне нечем было помочь пациенту, но я, например, не считала для себя невозможным позвонить в Польшу, в польский центр СПИДа, не зная врачей, просто попросить о помощи. Попросить о помощи в своему плане? пациенту. В плане совета Попросить, или в плане... Нет, попросить обследование, попросить помочь с лечением. То есть вы в то время отсутствие у нас такого вида обследования отправляли пациентов за границу? Ну, могу сказать, что да, не скажу, что массово. А сколько пациентов тогда было? Но могу сказать, что до 1995 года в Украине было менее 100 людей с ВИЧ-инфекцией. Это было связано с диагностикой или это было... Со многими факторами. И связано это было с тем, что до 1994 года не было выявлено ни одного случая ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих наркотики инъекционным путем. Несмотря на то, что репрессивно относились и сейчас продолжают относиться к людям, употребляющим наркотики инъекционно, и их насильственно обследовали на ВИЧ-инфекцию, однако же, как в последующем оказалось, что 9 из 10 потребителей наркотиков инъекционным путем оказывались вне медицинской помощи и вне внимания милиции. То есть эти люди, эти дети, это были в основном 18-летние, 19-летние, 16-летние дети, употребляли наркотики, но они не получали помощи ни в связи с наркотической зависимостью, и, соответственно, их и не обследовали на ВИЧ-инфекцию. Хорошо, но если провести аналогию с сегодняшним днем, ведь не секрет, что на сегодняшний день в Украине одна из самых высоких уровней заболеваемости, заражения, вернее, заболеваемости СПИДа. Давайте проведем аналогию. Могу сказать, что переломным был 95-й год, и я помню, как к нам поступили первые пациенты в конце 1994 года, потребители наркотиков инъекционным путем. Их было 3 мальчика и 2 девочки. Собственно говоря, одна только женщина осталась жива. Все остальные, они уже умерли, к сожалению. И в 1995 году начали массово выявлять ВИЧ-инфекцию среди людей, потребляющих наркотики. И за 1 год выявили 1500 человек. А сейчас... до этого просто не выявляли, до этого не выявляли, потому что, вот я же говорю, боялись, что, наверное, вирус попал в среду потребителей наркотиков инъекционным путем за несколько лет до того. Ну вот пик выявления началось все в 1995 году, а сейчас мы выявляем примерно 17 тысяч новых случаев в год. То есть эпидемия, к сожалению, в Украине развивается. Ну, это связано с многими факторами, в том числе и с тем, что, наверное, нам нужно подумать о инновационных методах выявления ВИЧ-инфекции, чтобы своевременно начать людей лечить, так как человек на антиретровирусной терапии не является уже практически источником инфекции. Да, это важно сказать, потому что ведь существует на сегодняшний день боязнь пойти сдать анализ на ВИЧ. Ну, это и объяснимо. Это объяснимо. Это объяснимо, так как диагноз ВИЧ-инфекции всегда был связан со стигмой, с дискриминацией и со самостигматизацией человека. В любом случае это всегда считалось даже самим человеком, который узнает, что у него ВИЧ-инфекция, чем-то стыдным. Ну, так развивалась вообще история ВИЧ-инфекции. Да? Называли ее разными страшными словами, мистифицировали. Но я могу сказать одно, что я не слишком вижу разницу большую между лечением ВИЧ-инфекции или онкологических заболеваний, или каких-то других заболеваний. Ну, это потому что вы доктор, и вы понимаете, что любое заболевание – это заболевание. Да, я всегда считала, что нужно быть профессионалом в своем деле, нужно знать, какими лекарствами работать, нужно иметь оружие против этого заболевания и правильно, грамотно его применять. И действительно, я делала все возможное и невозможное для того, чтобы современные антиретровирусные лекарства стали доступны в Украине. Каким образом?
Ну, Взаимодействие с Министерством здравоохранения? могу вам сказать Взаимодействие одно, с народными что депутатами? Взаимодействие с пациентскими организациями? ну нет, наверное, у меня не было так много власти и влияния, но во всяком случае могу сказать о двух фактах. Во-первых, когда уже стало понятно в 94-95 годах, что активная будет комбинированная терапия, да, но во всяком случае Министерство здравоохранения 1 год закупило монопрепараты. Закупило очень мало, конечно, но это могло бы нанести вред пациентам. Это было неэффективно, это вызывало резистентность вируса. И мы во 2-й год отказались просто принимать антиретровирусные препараты, монотерапию. Это была гражданская позиция. А что, в МОЗе не знали, что это может навредить? Зачем же они Ну, закупали? мне сложно обсуждать сейчас, как это все происходило. Может быть, не знали, может быть, какие-то были другие мотивы. А далее уже, когда министр здравоохранения Москаленко решил в преддверии, видимо, глобального фонда или каких-то глобальных вещей, там, Организация Объединенных Наций стала беспокоиться о доступе к антиретровирусной терапии в странах с ограниченными ресурсами, потому что до 2000 Они являются источниками инфекции для всех других стран. До 2000 года антиретровирусная терапия была лекарствами для богатых стран, для богатых пациентов. А в 2000 году Организация Объединенных Наций приняла решение изменить эту ситуацию. И в 2002 году, а может быть даже в 2000 году, Министерство здравоохранения приняло решение закупать антиретровирусные препараты. Но так как никто не занимался лечением, кроме меня, мне сказали, если ты рассчитаешь, сколько нам нужно препаратов и каких, вот мы хотим выделить 1 000 000 гривен для взрослых или 1 000 000 гривен для детей. Ну, а в то время это большие деньги были. Ну, я, конечно, сказала, что для взрослых-то я могу рассчитать, протоколы знаю, и пришлось выяснить, какие препараты зарегистрированы в Украине. В общем-то, это оказалось несложно, но это требовало определенной работы. Тогда мне сказали, ну, если для детей ты не рассчитаешь, то тогда мы не выделим тогда деньги. Мне пришлось рассчитать и терапию для детей. Я хочу сказать, что в своей жизни я всегда считала, что надо быть активным человеком. Вот мне, и не только считала, но это и делала. Возможно, это не задача врача обеспечивать расчеты, потребности в антиретровирусных препаратах. Но, с другой стороны, если бы мы это не сделали, то мы бы не получили доступа в 2000 году к лечению. А когда уже начался глобальный фонд в 2004 году, у нас уже был свой опыт. А вы понимаете, что даже если этот опыт небольшой, свой собственный опыт, он бесценен. Просто для справки нужно сказать, при чем здесь глобальный фонд. Да? Потому что глобальный фонд... могу сказать, что Украина в странах постсоветского пространства была уникальной в том плане, что первым антиретровирусную терапию начало обеспечивать, финансировать государство в 2000 году. Ну, конечно, денег не хватает. 1 000 000 гривен, и тогда 2 миллиона гривен было крайне мало. Да, и тогда на помощь пришли. И тогда, во всяком случае, во всем мире уже развернулись программы глобального фонда, и в Украине начался в 2004 году, а точнее в 2003 году, начался первый раунд глобального фонда, где, благодаря чему мы смогли расширить доступ к антиретровирусной терапии. Я помню прекрасно, то индикатор был, мы должны были обеспечить доступ к лечению за 5 лет для 6 тысяч людей с ВИЧ. Это была первая задача такая? Да, этот индикатор был выполнен. Ну, когда мы начинали, в Украине менее 100 человек, а точнее 100 взрослых и 37 детей получали антиретровирусную терапию. И в основном, вот вы говорите, что я этим занималась активно. Да. Но дело в том, что когда началась антиретровирусная терапия за государственный счет, никто не хотел принимать антиретровирусные препараты. Собственно говоря, в нашем институте мы и начали, в нашей клинике, мы и первыми начали лечение. А почему никто не хотел?
Ну, не знаю, не хотели заниматься ВИЧ-инфекцией врачи, работаю, и не хотели заниматься профессора кафедр и так далее. Но во всяком случае, а мы хотели. То есть вы хотите сказать, что Мы вы хотели. вот взяли под свой... Мы просто хотели, да. Никто не претендовал, как не было, лидер, не было никакой конкуренции. Не было никакой конкуренции. Никакой конкуренции не было, никто не хотел заниматься пациентами, никто не хотел принимать препараты, а это бывает. Ну, Светлана Николаевна, смотрите, но если профилактика... Дополнительные средства. Окей, хорошо. Не основные. Профилактикой занимались достаточно активно. Как тогда объяснить такое количество больных на сегодняшний день? Ну, дело в том, что... Занимались активно, но неэффективно? Ну, конечно, занимаясь профилактикой, вот часто, я, может быть, скажу непопулярную вещь, но профилактическим мероприятием является по поводу туберкулеза. Мы знаем, что мы живем в стране мультирезистентного туберкулеза, к сожалению, широкого распространения мультирезистентного туберкулеза. Если сказать точнее, вот считается, что информированность населения – это важнейшее профилактическое мероприятие. Я совершенно не против информированности населения, но я считаю, что это крайне мало. Ну, что значит быть информированным о том, что есть туберкулез и какие симптомы как информировали? туберкулеза? Через средства массовой информации? Ну, видимо, раздавали листовки, брошюры через средства массовой информации и так далее. И на это выделяли огромные деньги. Да, но для того, чтобы средства массовой информации работали эффективно, нужно, опять же, талант и искусство, да, и хорошая организация процесса. И я вот помню, когда очень многие лекторы говорили, вот нужно пропагандировать защищенный секс, нужно пропагандировать воздержание, нужно пропагандировать неупотребление наркотических веществ, но глядя на этих лекторов, можно было понять, что они совсем не являются кумирами для молодых людей. И эти убеждения, может быть, даже играют обратную роль. Ну и переливание крови? Ну да. Скоропомощные никуда не деть. Переливание крови, инфицирование через продукты крови было в Украине и сейчас есть, к сожалению, единичные случаи. Но опять же, такое огромное количество больных все-таки связано не с переливанием крови, не с переливанием препаратов крови, а именно из-за употребления наркотиков инъекционно, а сейчас уже основной путь передачи – это половой путь передачи. Светлана Николаевна, ну вот в то время вы решили, что нужно все-таки и эту часть взять в свои руки, да? Ну, я решила, что нужно помогать. И стали ездить с лекциями. Я просто знаю, что вы ездили с лекциями, обучали тех же врачей-инфекционистов, обучали других врачей, рассказывали в первую очередь медикам. Так получилось, что на самом деле... О проблематике СПИДа. Да, и так получилось, что когда начались программы расширения доступа к лечению, не только в Украине, но и в других странах, скажем, в Киргизстане, в Таджикистане, в Азербайджане, то мало было специалистов, которые реально практически это делали. Ну а так как я практически это делала уже несколько лет, то я была приглашена как эксперт ВОЗ. Я ездила в страны разные бывшего Советского Союза, в которых я никогда не была ранее. Вот видите, вы не просто врач-инфекционист, я была в Азербайджане, ВОЗ. была в Азербайджане, в Таджикистане, в Киргизстане, в Беларуси, сложно перечислить, во многих странах, где помогала им писать национальные протоколы лечения и помогала. Могу сказать, что в клинике нашей прошли обучение, наверное, все врачи, которые занимаются лечением ВИЧ-инфекции в Украине, и очень многие, которые занимаются лечением ВИЧ-инфекции в других странах. Да. То есть вы приглашаете людей, вернее специалистов, медиков по специальности инфекционистов, которые читают лекции, например, терапевтам, да, или педиатрам? Нет, в основном мы приглашали людей, которые занимаются лечением. Нам нужно было, вот представьте себе, в Украине был очень маленький опыт антиретровирусной терапии, 100 взрослых и 37 детей. Нам нужно было за 5 лет развернуть лечение для 6 тысяч людей, и плюс еще государство почти 4 тысячи начало лечить, то есть 10 тысяч человек начали лечение. Но нужно же было подготовить кадры, которые могли это делать. И фактически мы получили лекарства летом, и тогда же начали
обучать врачей. Я настаивала на двух моментах. Первое, я настаивала на том, чтобы к нам приезжали специалисты из других стран. С Из Европы? Германии, из США. И когда уже через год нам предложили работать самостоятельно в качестве преподавателей, я настояла на том, что это нецелесообразно, исходя из того, что нам нужно не только учить, но и лечить самим. Это было важно. И поэтому несколько лет нас обучали врачи из других стран, в частности из Германии и из Соединенных Штатов Америки. И, конечно, можно было бы больше заработать, если бы мы взяли обучение все на себя. Но мне казалось, что это неправильно, что в любом случае у меня и сейчас есть менторы, врачи, которые работают, например, в Германии, с которыми я могу посоветоваться, исходя из того, что в Европе больше возможностей. Хотя я горжусь тем, что до недавних пор в Украине была очень современная антиретровирусная терапия, было очень современное лечение, мы были на уровне международных стандартов. Сейчас стали отставать, к сожалению. Почему? В спектре препаратов. Ну, потому что есть стремление к более дешевому, к экономии. Но я бы сказала в вульгарном смысле этого слова. Я понимаю, что нужно экономить, но, по-моему, уже в нашей экономии мы как-то превзошли все пределы возможного. Границы, да? Да, все пределы возможного. И сейчас, конечно, отстаем. С одной стороны, в декларации мы слышим от Министерства здравоохранения, что можно использовать западные протоколы, а с другой стороны, они не обеспечены. А какую роль фармкомпании играют вот в этой всей истории? Ну, как правило, бизнес всегда виноват. Ну, понимаете, Нет? я считаю, что, опять же, это мое личное мнение, я считаю, что бизнес равно дело. Это то, что достойно уважения. Фармацевтические компании, большая фарма, разрабатывает новые инновационные препараты и находит решение самых сложных проблем. Поэтому я не понимаю, почему бизнес виноват. Бизнес – это дело. Ну, да? потому что дорого. Ну, могу сказать, что очень многие фармацевтические компании, я не знаю, уместно ли, наверное, не буду называть эти компании, открыли программы Access, то есть программы доступа для стран с ограниченными ресурсами и стран со средними ресурсами для препаратов новых. Да? И, ну, как правило, была какая история? Страны с низким уровнем ресурсов получали доступ к инновационным препаратам чуть позже, чем те страны, которые могли обеспечить оплату. Да? Но в последние годы я вижу, что есть ряд фармацевтических компаний, которые обеспечивают доступ к инновационным, к самым новым препаратам по доступным ценам. Но опять же, и отдают возможности, отдают право компаниям, производящим генерики, производить генерические препараты. И в данном случае Украина в уникальном положении оказывалась часто, когда получала доступ к инновационным препаратам по доступной цене. Но опять же, если стремиться минимизировать затраты, то даже эта доступная цена оказывалась слишком высокой для лиц, принимающих решения. Хотя я тут не совсем понимаю, вот говорят, нам это дорого, для нас это дорого, для нашей страны это дорого. Я не совсем понимаю, какими критериями пользуются люди, которые утверждают, что дорого. Я подозреваю, что дорого вообще тратится на лечение граждан. Ну, тогда, конечно, это дорого. Не секрет, что большинство больных с ВИЧ-инфекцией имеют тяжелые сопутствующие заболевания, как вирусный гепатит, туберкулез и так далее. И большая часть больных ВИЧ-инфекцией, СПИДом, это больные, которые употребляют наркотики. Ну, в народе их называют наркоманы. А у нас в стране есть метадоновая программа. Ваше отношение к ней? Ну, отношение мое к ней положительное. Что такое метадоновая программа? Она, конечно, может помочь только людям, имеющим опиоидную зависимость. Сейчас много полинаркоманической зависимости. Но если человек зависим от опиоидов, то, конечно, можно нам с вами говорить, что не надо употреблять наркотик, или увещевать человека, или воспитывать его.
по поводу того, что не надо употреблять наркотик. Но, к сожалению, человек слаб. Многие курят, многие имеют лишний вес, несмотря что не надо иметь лишний вес. И в данном случае это зависимость, и надо рассматривать это как болезнь. Это болезненная зависимость от употребления опиоидных наркотиков. И, конечно, если человек получает заместительную опиоидную терапию, то, собственно, он получает чистые наркотические, химические недорогие вещества, не инъекционно, а внутрь. То есть он не идет на улицу и не покупает эту дозу, а идет в лечебное учреждение и получает Конечно. эту дозу там. Если ты разговариваешь с зависимым человеком, то ты видишь, что у него единственная всепожирающая страсть – это найти дозу. И если он ее не находит, то значит надо эту дозу чем-то заместить, алкоголем, еще чем-то. То в любом случае это приводит человека к криминогенному поведению. Да? Либо кто может украсть, украдет, кто может, я не знаю, вынести из дома, вынесет, кто может пойти заниматься сексом за деньги, пойдет это сделает. Ну, как есть кто может отнять у кого-то что-то, то отнимет. Вот. И зависимость это очень серьезная, значительно более сильная, чем зависимость, скажем, от табака или от еды. Или от алкоголя. Вот сейчас соцсети, интернет, да и, собственно говоря, СМИ достаточно активно заполнены информацией о возможности легализации каннабиса. Ваше отношение? Я как врач считаю это тоже абсолютно нормальным. Легализация каннабиса в медицинских целях, я не понимаю, какие Другими словами, марихуаны? Понимаете, я не понимаю, почему больному раком нужно ограничивать доступ к наркотикам для того, чтобы обезболить его, почему зависимому человеку, который потребляет наркотики и зависим от них, почему нельзя облегчить ситуацию и дать ему возможность употреблять метадон, потому что чаще всего вся воспитательная работа заканчивается тем, что люди все равно идут и употребляют наркотики, они не могут справиться с собой. Включается тоннельное мышление. Знаете, как иногда женщина, которая стремится похудеть, вдруг подходит к холодильнику и съедает кусок колбасы, а потом думает: боже, зачем я это сделал? Так это же гораздо все мягче протекает, нежели зависимость от наркотиков. Поэтому я считаю, что метадон – это благо для тех, кто не может иначе, им надо помочь. Конечно, наряду с реабилитационными программами, с любыми другими программами, если человек может отказаться от наркотиков, надо всячески ему помогать в этом. Тут нет сомнений. Не могу не спросить вас, как врача-инфекциониста, ваше отношение к вакцинации. Не только детей, и взрослых. Тенденции, тренды. Как врач-инфекционист, конечно, я могу сказать, что вакцинироваться нужно. Это понятно. В соответствии с календарем, который принят в каждой стране. Опять же, должен быть порядок. И как врач-инфекционист я вам могу сказать, что я отрицательно отношусь к компаниям. Они мне просто отвратительны. Каким компаниям? Вот компанейщине, что давайте всех подряд прививать, вот всех подряд, потому что сейчас эпидемия кори, и вот сейчас мы всех привьем, и этим мы остановим эпидемию. Не остановим. Так что же делать в данной ситуации? Где же найти правильную информацию, что делать взрослому человеку в этой панической атмосфере? Я думаю, надо идти к врачу-инфекционисту грамотному, к врачу-инфекционисту, который вас, или к своему участковому врачу, который вам посоветует, что делать. Но я могу сказать, когда я читаю, например, такие рекомендации, что можно прививать человека и ребенка при температуре 38, вот при температуре 39 нельзя, а при температуре 38 можно. Но у меня как у врача возникает недоумение. Я четко понимаю, что прививать можно здорового человека, что нельзя прививать человека, когда у него повышена температура тела, особенно ребенка. И когда я читаю инструкции, что не инструкции, точнее, в том-то и дело, что в инструкциях такого нет. А когда я вижу такую просветительскую деятельность со стороны Министерства здравоохранения, то я начинаю удивляться, что мне кажется, что это можно назвать одним словом беспредел. Как вы считаете, Светлана Николаевна, вот что нужно врачам на сегодняшний день для их полноценной врачебной деятельности? Как минимум им нужно уважение к себе и уважение общества к врачам. А как это должно проявляться?
Ну, а как это должно проявляться? Вот сейчас у нас реформа здравоохранения, но, по-моему, врачи вне этой реформы. Они, конечно, врачи уже привыкли к всяким кампаниям против врачей. Врачи-убийцы, а теперь вот у нас врачи непрофессионалы, врачи ненужные. Надо их всех заменить непонятно кем, правда. Я считаю, что врачу для нормальной работы нужно иметь самоуважение прежде всего. Уважение и любовь со стороны своих пациентов и коллег. Ну и неплохо было бы уважение общества. Да, но опять же, в чем это выражается? Да во всем это выражается. Я что-то не слишком вижу уважения к врачам в последнее время, и все меньше и меньше. Ну, таковы реалии сегодняшнего дня. Вы сейчас говорите о пациентах и их не совсем, ну, можно сказать, хамском отношении, или Нет. вы говорите о зарплатах? Нет, я вообще никогда не говорю о том, что пациенты плохо... Я, во всяком случае, не сталкивалась с плохим отношением пациентов к себе, к врачам, к медперсоналу. Я считаю, что пациент всегда прав. Я считаю, что к любому пациенту можно найти подход. Я считаю, что если пациент ведет себя, как вы говорите, неправильно, то это проблема не пациента, это проблема медицинского персонала. Это мое глубочайшее убеждение. А вот что касается зарплат, ну да, что касается зарплат, это просто даже унизительно. Вот в конце нашей беседы я стараюсь обратиться к собеседнику с просьбой о том, чтобы сказать несколько слов людям, которые живут на оккупированных территориях, в частности крымчанам, потому что наш канал вещает и для этой аудитории в том числе. Вернее сказать, ядро аудитории — это люди, живущие на оккупированной территории в Крыму. Но я хочу сказать, что я очень понимаю эту боль, которую ощущают и люди, которых изгоняют из своих домов, с своей территории, как вот было с крымскими татарами. В свое время, да, в моем классе училась девочка, крымская татарка, мама ее тоже была в свое время, как это называется, изгнана, перемещена, депортирована из Крыма. Вот. Я очень понимаю людей, их эмоции, как сложно все это переживать и как сложно жить на территории, которую ты считаешь оккупированной, как сложно жить вне своей страны, да? Как это сложно. Я хочу пожелать, надеяться, любить свой народ, свою страну, бороться, если это нужно. Вот. И хотела бы пожелать сил в том, чтобы это пережить. Могу сказать, что когда происходят самые разные большие исторические события, часто страдают отдельные люди, часто страдают народы. Я вот вам сказала, что я не могу с этим смириться, конечно. Я вам сказала, что мое детство прошло в Таджикистане, но я не могу уже приехать в Душанбе, в свой родительский дом. Я помню, когда я приезжала в свой родительский дом в Душанбе, какая меня охватывала радость, какое меня охватывало счастье. Я просто возвращалась в свое детство. Или когда я шла по улице, я знала, что я встречу очень многих друзей детства, я много встречу знакомых. Сейчас уже все изменилось. Моим родителям тоже пришлось уехать из Таджикистана, когда был распад Советского Союза, не потому, что они были убежденными советскими людьми, а потому что была война в Таджикистане. Тогда, может быть, этого многие не знали, например, в 90-е годы. Была война элит. Одна элита сменялась другой элитой. Была война, а русские, которых там было, наверное, процентов 10 или 13, русскоязычные люди, не только русские. В Таджикистане в основном основное население это таджики и узбеки, да? ну и разные другие народы. Но большая часть все-таки русскоязычного населения там было процентов 10-13, сейчас, наверное, 0,5%. Да? То есть русскоязычные люди воспринимались как опора предыдущей власти. Ну, в каком-то смысле, раз они жили вместе с управляющей этой властью, да, и как-то сотрудничали. И мои родители уехали из Таджикистана не потому, что они хотели этого,
не потому что они... Ну, давайте скажем честно, жить было невозможно. Жить было невозможно. Поэтому Я и вам уехали. так скажу, что, ну, во-первых, невозможно, потому что сложно жить в войне, а во-вторых, потому что ты воспринимаешься как враг, как чужеродный элемент. Мне пришлось предоставить своим родителям кров. Я понимаю, что такое беженцы, хотя они не получили статус беженцев, не воспользовались вообще никакими льготами. Мой папа очень быстро умер, буквально в течение 2 лет от 3 инсультов. Он не смог пережить всей этой ситуации. Моя мама живет до сих пор со мной, ей 82 года. Я делюсь с ней все, что у меня есть. И я понимаю, насколько это больно. Больно. Спасибо вам большое, Светлана Николаевна.